Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Укрепляя международные связи. Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами. Рустам Минниханов с рабочим визитом в Саудовской Аравии. Какие важные вопросы поднимаются на заседании группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», расскажет Вероника Кайнудинова. Премия правительства за развитие науки и техники. Неожиданно, конечно, было, но приятно. Экологичное производство Казань-Оргсинтеза увидел Рамиль Галиулян. Детям с диагнозом диабета нужна помощь. У нее уже начались судороги, она начала впадать в кому. Войдут ли в федеральный перечень бесплатных медицинских изделий столь нужные мониторинги, узнала Алия Хайрудинова. Ответ за наезд. Перед потерпевшими извинилась искренне. Они все друг друга знают. Прошло заседание суда по делу трагедии с участием квадроцикла. Что решила Фемида, узнал Рамиль Шайдуллин. Страшное ДТП произошло сегодня в Казани. Рано утром на 7-летнего мальчика наехал водовоз. Ребенок погиб на месте. Трагедия произошла на перекрестке Можайского-Горьковское шоссе. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, второклассника провожала в школу до пешеходного перехода мама. Она наклонилась к сыну, затем он шагнул на зебру. И через мгновение его жизнь оборвалась. Водителю КамАЗа 65 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшее по неосторожности смерть человека. Прокуратура взяла расследование на особый контроль. По данным надзорного ведомства, мужчина не заметил переходившего на зеленый свет школьника. Следком сообщает, водитель КамАЗа задержан, свою причастность признал полностью. Следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу. За смерть 11-летней девочки перед судом ответит Людмила Судакова. Процесс в эти дни идет в Верхнеуслонском районном суде. Трагедия произошла в июне в селе Ключище. Квадроцикл под управлением обвиняемой врезался в надворную постройку. Среди троих пассажиров было 2 детей и их мать. Погибла старшая дочь. По версии обвинения, женщина за рулем была пьяна. Ей грозит до 15 лет заключения. Повлияет ли на срок то, что обвиняемая и мать погибшей девочки подруги, выяснял Рамиль Шайдуллин. В зале участники событий того трагического дня. Водитель квадроцикла Людмила Судакова, за ней мама погибшего ребенка. Обвиняемая вся в черном, за все заседание не произнесла ни слова. Трагедия случилась 19 июня. По материалам дела 51-летняя Людмила Судакова села за руль личного квадроцикла. Вместе с ней была подруга и ее дочери. Для одной из девочек поездка стала последней. Она погибла на месте. Именно на этом участке села Ключище, по версии обвинения, женщина, не справившись с управлением, въехала вот в этот сарай. Хозяйка постройки и стала самым первым свидетелем происшествия. Затем приехали медики, ДПС и спасатели. Аксенин Владимир Евгеньевич. Сегодня свидетелей опросили в суде. По словам инспектора ДПС Юрия Семина, к их приезду квадроцикл оставался в сарае. На передней части обнаружена кровь. Рядом лежала девочка. В нескольких метрах женщина-водитель. Данные женщины, имелись признаки, так как запах алкоголя. Вот. Запах алкоголя был, да? Да, запах алкоголя. Поговорить с ней у инспекторов не получилось. Сначала из-за эмоций, а затем приехала скорая помощь и забрала всех участников аварии в больницу. А мать девочки вообще, вы говорите, возбужденная. Как она? Что? Она плакала. Угу. Она плакала и звонила по телефону и говорила всем, что она потеряла дочь. Людмила Судакова обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы, но окончательная позиция будет выражена после исследования всех доказательств в рамках судебного следствия. Как нам рассказал защитник подсудимый, они рассчитывают на снисхождение суда. Моя подзащитная вину содеянным признала, перед потерпевшими извинилась искренне. Они все друг друга знают, договорились о добровольном возмещении материального ущерба. Каким же будет решение суда, говорить еще рано. Впереди допрос других свидетелей происшествия. Очередное заседание 9 декабря. Рамиль Шайдуллин, Олег Мыльников, ТНВ, Верхнеуслонский район.
По ситуации в Казанском цирке будет проведена служебная проверка. Об этом сегодня заявила министр культуры Ирада Аюпова. В соцсетях появилось видео, как директор цирка Рамиль Шерифуллин с ножом пытался проникнуть в один из кабинетов. По информации ряда источников, за дверью находилась одна из сотрудниц цирка. Что сподвигло его на такие действия, сейчас выясняют. Сам Рамиль Шерифуллин сегодня выразил сожаление о своем поступке на личной странице в Инстаграм. По его словам, у него не выдержали нервы. Год был тяжелый, не так давно он потерял отца. Сказалась и общая нервозность в работе из-за пандемии. Вот как ситуацию прокомментировали в министерстве. У нас издан приказ о проведении служебной проверки. И мы будем выяснять все обстоятельства данного происшествия и, соответственно, будут предприняты соответствующие этой ситуации меры. Я не знаю, вот в какое время дня это произошло, да, то есть если это было в рабочее время, это одна история, если это не в рабочее время, то есть это очень большой комплекс мероприятий, которые позволят данную ситуацию придать ей правовой статус. Что касается деятельности самого цирка, то я могу сказать, что вот с точки зрения руководства цирком, руководства этим процессом, у нас к Рамилю Дамировичу претензий нет. 1200 человек не смогли воспользоваться общественным транспортом в Казани за минувшие сутки. У них не было QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации, перенесенный ковид или медотвод. В 3 случаях пришлось вызывать полицию для составления административных протоколов. За 2 дня действия новых ограничений на транспорте проведено 4760 проверок. Как новые ограничения действуют в районах Татарстана, есть ли нарушители, исправляются ли водители без кондукторов с QR-кодной нагрузкой? В обзоре Светланы Звонаревой. В Елабуге маршрутки работают без кондукторов. Пассажирам билеты продают сами водители. В начале недели они получили смартфоны для проверки QR-кодов. По их словам, теперь процедура занимает чуть больше времени, чем обычно. А были у кого не было QR-кода? Сказали выйти. Вышли? Это шоферам тяжело, нам-то что мы покажем, им же время долго верят у них. Посмотрят с телефона только и все. Это долго? Нет, не так долго. Заинским водителям повезло больше. Они работают вместе с кондукторами. Курсируют по единственному городскому маршруту. За первый день не было ни одного пассажира без QR-кода. С QR-кодами ездят и, получается, со справками, которые медотводы. Специально я это прошел, вакцинацию, чтобы в автобус приходится ездить. QR-коды у пассажиров требуют и на Нурлатском автовокзале. Проверка начинается уже на кассе при покупке билета. Народ хорошо относится, никто не возмущается, все уже приготовлено, у всех имеется паспорт, QR-коды. Люди хотят просто жить. Это для людей надо самих. Нужно, чтобы не болеть, потому что в стране заболевших очень много у нас. Я с пониманием к этому отношусь. В районах республики пассажиропоток не такой активный, как в больших городах, и привитых жителей здесь на порядок больше. Светлана Звонарева, Айдар Шейгалямов, ТНВ, Татарстан. Автодор сегодня показал, как началась надвижка моста через Волгу. Это часть скоростной трассы М12, первый участок моста длиной 70 метров. На этих кадрах видно, как над сваями тянут огромную конструкцию. Движение до миллиметра контролируют инженеры. Этот масштабный этап строительства своим подписчикам сегодня показал и президент Рустам Минниханов. Он опубликовал в своем Инстаграм видео, в котором можно увидеть один рабочий день мостостроителей. Низкий уровень воды, значит, мешает работать сплавсредств, и мы перестроили технологию, значит, и работаем максимально с временного моста. Зимой будут продолжаться земляные работы, выемка насыпь, будет заготавливаться материалы инертный, ЩПС, и щебень, и песок. Будут собираться конструкция дорожной одежды, когда позволит погода. Казанский крематорий, муниципальная собственность, макияжная комната и критика от духовенства. Быть или не быть похоронному дому, читайте в интернет-газете «Реальное время». В Казани родители детей-инвалидов с диагнозом сахарный диабет первого типа просят обеспечить их прибором непрерывного мониторинга уровня глюкозы. В месяц на него они тратят 10 тысяч рублей. Датчика нет в федеральном перечне медицинских изделий, которые выдают диабетикам по рецепту. Однако некоторые регионы России изыскали средства в местном бюджете, чтобы приборы пациенты могли получать бесплатно. В этом списке Татарстана не оказалось. Какая она жизнь с диагнозом сахарный диабет и сможет ли республика расширить список бесплатных медизделий, разбиралась Алия Хрудинова. Я открываю приложение, то есть нажимаю «Проверить глюкозу».
Прикладываю к датчику, и он показывает уровень глюкозы в крови. Что такое сахарный диабет, Раяна узнала 2 года назад. Тогда ей было 11 лет. Сегодня она легко управляется с инсулиновой помпой и по 70 раз в день измеряет глюкозу в крови. Год назад болезненную процедуру прокола пальцев заменили на специальный датчик мониторинга. Он крепится на предплечье, при этом под кожу на 5 миллиметров вводится тонкая игла. При помощи датчика я вижу тенденцию, когда идет сахар. То есть он может показать, медленно вверх идет сахар, быстро вверх, медленно вниз или быстро вниз. И при помощи информации мне намного легче компенсировать диабет. Теперь жить с диабетом Раяне стало легче, а вот семейный бюджет трещит по швам. Одного датчика хватает ровно на 14 дней. В месяц 2 таких мониторинга обходятся семье в 10 тысяч рублей. Их они покупают за свой счет. В федеральный перечень бесплатных медицинских изделий датчики не вошли. Для того, чтобы качественно прожить жизнь с таким диагнозом, обязательно нужно постоянно 24 часа в сутки контролировать сахар, отслеживать его тенденцию, куда он движется. Соответственно, мы можем заранее предотвратить наступление вот этих вот неприятных моментов. Судороги, потеря сознания и даже кома – это последствия, которые могут наступить, если постоянно не измерять уровень сахара в крови. Сегодня в Татарстане диабетом 1-го типа страдают 1500 детей. Они обеспечиваются препаратами инсулина, потому что это жизненно важное лечение, жизненно необходимое. И для контроля уровня сахара в крови у них у всех есть глюкометры, причем в нашей республике у детей глюкометры, высокая точность которых доказана многочисленными, в том числе международными клиническими исследованиями, и тест-полосками для проведения этих процедур. Недавно родители детей-диабетиков узнали, что в ряде субъектов такие датчики смогли включить в федеральный перечень и выдают бесплатно. С просьбой о помощи родители обратились в прокуратуру республики. Как сообщили в надзорном ведомстве, только в ноябре к ним поступили 115 обращений от родителей. Проверка еще не окончена. Почему датчики не дают бесплатно детям-диабетикам? С таким вопросом мы обратились в Министерство здравоохранения Татарстана. Вопрос обеспечения льготных категорий граждан расходными материалами к системе непрерывного мониторирования глюкозы в настоящее время решается на федеральном уровне. Данные по потребности среди пациентов из регионов, в том числе из Республики Татарстан, были направлены в федеральный центр. При этом позиции Минздрава России и Татарстана разнятся. Федеральное ведомство отмечает, у регионов есть полномочия на выделение средств из местного бюджета. Органы государственной власти субъекта России вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта России дополнительные меры соцподдержки. Таким образом, решения об организации обеспечения населения субъекта России медизделиями, не включенными в перечни за счет средств регионального бюджета, принимаются органами государственной власти субъекта России самостоятельно. Этими полномочиями уже воспользовались в ряде регионов страны. Бесплатно датчики мониторинга глюкозы в крови получают дети Брянской, Свердловской, Нижегородской, Белгородской областей, Краснодарского края и Республики Дагестан. В Московской области и Санкт-Петербурге разрабатывают необходимые изменения в федеральный перечень. Мы сегодня связались с Министерством здравоохранения Свердловской области. Здесь более 1700 детей с диагнозом диабет. Регион нашел порядка 100 миллионов рублей для обеспечения их бесплатными мониторингами. Надо рассматривать этот вопрос, смотреть на бюджет. Во-первых, если это дети, которые страдают сахарным диабетом и имеют инвалидность, то это полностью прерогатива федерального центра, и мы будем обращаться тогда в федеральный центр о том, чтобы эти препараты или необходимые комплектующие для определения, для измерения сахара в крови, какие-то приборы должны быть включены или в перечень лекарственных средств, или в перечень тех технических средств реабилитации, которые у нас получают за счет фонда социального страхования. Законодательную работу могут начать только после обращения родителей. Они уже готовят коллективное письмо в Госсовет с просьбой обеспечить их детей датчиками сахара. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань.
Казань может стать городом первого печатного Корана в мусульманском мире. С такой инициативой сегодня выступил президент Татарстана на заседании группы стратегического видения России «Исламский мир». Рустам Минниханов с рабочим визитом находится в Саудовской Аравии в статусе руководителя этой группы. Программа насыщенная – это обсуждение взаимодействия России с мусульманскими странами. Помимо заседания прошел ряд важных встреч. Президент общался и с татарской диаспорой в Саудовской Аравии. Вероника Ганудинова об укреплении международных связей. Заседание группы стратегического видения России «Исламский мир» проходит в Саудовской Аравии, на родине ислама, под председательством Рустама Минниханова. Открывая пленарную часть, он зачитал приветствие Владимира Путина. Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества. Важно, что наши позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня весьма близки. Исламский мир – это более 1 800 000 мусульман. Россия и страны исламского мира должны активизировать отношения для защиты безопасности в мире и сохранения традиционных ценностей, подчеркивает в своем выступлении Рустам Минниханов. Сегодня нам следует гораздо активнее использовать потенциал наших отношений. Нам следует совместно повысить эффективность борьбы с терроризмом, взаимодействие по ряду других направлений, таких как защита традиционных нравственных ценностей, забота о социально незащищенных членах общества и национальных меньшинствах, борьба с природными и техногенными катастрофами, экология. Отдельно президент остановился на примере Татарстана. Рустам Минниханов рассказал об опыте республики в построении многонационального и межконфессионального мира. Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и стратегии дальнейшего развития Российской Федерации. В следующем году будет отмечаться 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. В рамках заседания группы организована специальная выставка. Рустам Минниханов рассказал об успешном взаимодействии с Исламским банком развития и Организацией исламского сотрудничества. Президент поблагодарил ОИС и его молодежный форум за присвоение Казани статуса молодежной столицы Организации исламского сотрудничества 2022. На заседании Рустам Минниханов выступил с инициативой установить памятную дату 1803 год как год издания первого печатного Корана, а также провозгласить Казань городом первого печатного Корана в мусульманском мире. Вероника Ганудинова, ТНВ, Саудовская Аравия. И сегодня в Джидде Рустам Минниханов встретился с принцем, советником короля, правителем провинции Мекка и эмиром Халедом бен Фейсалом Аль-Саудом. Президент поблагодарил его за внимание, которое саудовское руководство уделяет татарстанским делегациям и паломникам, совершающим хадж. В допандемийное время его участниками стали почти 2000 татарстанцев. Рустам Минниханов отметил, визовое обслуживание будет значительно облегчено из-за открытия генконсульства королевства в Казани. Также Татарстан – пилотный регион по реализации проектов исламского банкинга в России и готов сотрудничать по данным направлениям. В Саудовской Аравии Рустам Минниханов встретился с представителями местной татарской диаспоры. Сегодня в этой восточной стране проживают 200 наших соотечественников. Основная часть в городах Рияд, Джубейль, Даммам и Джидда. Практически все они представители новой волны иммиграции, кроме нескольких семей, проживающих в Медине. Это выходцы деревни Кизляу Нурлатского района. В последние годы наблюдается новая волна иммиграции татар, приезжающих сюда на работу или учебу. В ближайших планах создание татарского общества с целью сохранения национальной идентичности и языка. Сегодня 110 лет со дня рождения известного политического деятеля республики Салиха Батыева. Больше 20 лет он возглавлял республиканский парламент, Верховный Совет ТАССР. С его именем связан значимый период в общественно-политической жизни республики. Партийной работе он посвятил всю свою жизнь. В Национальном музее республики ко дню его рождения сегодня открылась выставка «Салих Батыев. Штрихи к портрету». Среди экспонатов редкие кадры Салиха Батыева с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым во время его визита в Татарию, книги политического деятеля, госнаграды, грамоты, документы. Салих Батыев внес значительный личный вклад в развитие парламентаризма, формирование его традиций в республике. Под его руководством заложена солидная нормативно-правовая база. Благодаря своим высоким личным качествам, настойчивости, стремлению к справедливости,
Батыев с достоинством прошел сложную политическую и хозяйственную школу, как мы говорим, на высших должностях или в верхах. Это поколение особо самоотверженных людей. Им-то досталось предвоенные, военные, послевоенные годы, восстановление разрухи, восстановление экономики страны. Поэтому они настолько преданно судьбе, партии, народу, они служили интересам именно развития, в этом случае интересов развития нашего Татарстана. Первый в России, стратегически важный для Татарстана. Коллектив «Казань-Оргсинтеза» стал лауреатом премии правительства страны в области науки и техники. Награду удостоена команда во главе с генеральным директором Фаридом Минигуловым. Премии также получили главный советник генерального директора компании «Таиф» Альберт Шигабудинов, заместитель генерального директора компании «Таиф» Владимир Пресняков и генеральный директор общества «Савпласт» Андрей Евсеев. Они вместе создали экологически безопасное производство поликарбонатов. Область их применения самая разная, от электроники до авиакосмической промышленности. Производство, которым гордится Татарстан, увидел Рамиль Галиуллин. Здесь почти все работает самостоятельно. Оператор задает лишь нужные параметры. Внутри этих мешков специальный вид пластика – поликарбонат. На этом заводе ежечасно на свет появляется до 30 тонн материала. Сейчас мы на складе готовой продукции и, разумеется, большое внимание на предприятии безопасности, поэтому находиться здесь можно только в защитной экипировке. Ну а так выглядит сам конечный продукт. Это гранулы поликарбоната, больше напоминающие разбитое стекло. Фасуется материал вот в такие мешки. Вес одного мешка достигает до 1000 килограммов. Именно так выглядит изделие, пока не станет, например, контактными линзами или автомобильными фарами. Благодаря термостойкости и высокой ударопрочности поликарбонаты прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Их применяют в автомобиле и самолетостроении, электронике и строительстве. Потребность выросла и в пандемию. Пленочный поликарбонат применяется для изготовления средств защиты, в том числе и медиков. В свете последних пандемических событий из пленки поликарбоната производятся маски, забрала, которые защищают медиков от инфекции. Сегодня завод – единственный производитель поликарбоната в стране. Материал реализуется как на российском рынке, так и за рубежом. Экологически безопасное производство было запущено в 2008 году. В 2020-м предприятие сумело провести модернизацию даже в условиях пандемии. Экологичность – это именно этой технологии, во-первых, так как у нас нет применения фосгена. Очень опасно, это химическое отравляющее вещество. Это первый фактор. Потом при применении фосгена применяется очень много растворителей, которые нужно очищать и, соответственно, тоже выбросы в атмосферу. У нашей технологии этого ничего нет. Флагман химической промышленности страны стал лауреатом премии правительства. Награды за создание уникального для России проекта получили 10 человек. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Несмотря на пандемию, объемы жилищного строительства растут, а вместе с ними и число выданных ипотечных кредитов. Все потому, что банки удерживают ставки, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка России. Об одной из самых выгодных программ Юлия Гоголева. Оставляйте 370. На рынке ипотечного кредитования предложения банка «Аверс» одни из наиболее выгодных. С учетом стажа работы, положительной кредитной истории, ставка может составить от 7,5% годовых. Для сотрудников предприятий, партнеров банк «Аверс» предлагает программу «Приоритет». По ней можно приобрести готовую квартиру или жилой дом с земельным участком, а также купить жилье по договору долевого участия в строительстве или по договору уступки права требования. Размер кредита здесь до 15 миллионов рублей сроком до 25 лет, а минимальный взнос 15%. При страховании жизни и утраты права собственности предусмотрена минимальная процентная ставка. В банке «Аверс» также можно выгодно рефинансировать ипотечные кредиты, взятые в других банках. Для клиентов полное юридическое сопровождение от принятия заявки до завершения сделки. Подробная информация на сайте банка. Там же можно рассчитать ежемесячный платеж и оставить заявку на ипотеку. Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Монтаж схемы, программирование реле, запуск колонны и химический анализ. На ТАИФ НК состоялся конкурс профмастерства. Кто стал лучшим, расскажет Гульнара Миниханова.
29 сотрудников ТАИФ «Инка» соревнуются на площадке колледжа нефтехимии и нефтепереработки. На конкурсе профмастерства 3 компетенции. Оператор технологических установок, лаборант химического анализа, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Вот эта площадка как раз, да, это именно возможность вот этим молодым ребятам показать свои компетенции, показать свою работу, посмотреть, на что способны они, и показать это своему руководству. Фарид Фазлыев – электромонтер. Параллельно получает образование в колледже. Он активный участник конкурсов профмастерства. Схема была не очень сложная. Тут не так много задействованных элементов. Основная сложность заключается в программировании этого логического реле, так как это более новая программа. В конкурсе профмастерства участвуют представители 3 производств и 4 лабораторий. С помощью соревнований руководство повышает квалификацию и профессиональный уровень сотрудников. Основная цель – это популяризация рабочих профессий среди молодежи, среди работников общества, стимулирование на рост производительности труда, ну и позитивный имидж общества как работодателя. Соревнования шли несколько часов. В компетенции оператор технологических установок первое место занял Владимир Сологубов. Лучшим лаборантом химического анализа стала Вероника Шугурова. Среди электромонтеров отличился Рамиль Калимуллин. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Nissan в РРТ купил, скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. С 1 по 30 ноября в сети медицинских центров здоровья семьи действует акция «Здоровье школьника и дошкольника. Профилактика дефицитных состояний». Звоните 843 204 2700. Кодовое слово для скидки «Каникулы». Дисковые бороны «Дукат» — это качественная обработка полей на любом рельефе, в любую погоду, до 500 гектаров за сутки. Спешите за «Дукатом» в компанию «Агрокомпани». Блефаропластика. Клиника «Третий глаз». 26 900 рублей за оба века. Эффективно, профессионально. Телефон 202 202 8. Многопрофильный центр «Казанская клиника» – это широкий спектр медицинских услуг. Опытные врачи, доступные цены. Лушникова 10, Глушко 21А, 2 101 106. Камал театра «Музыка һәм театр» проектын тәкъдим итә. Һәм 1 декабрьдә Рөстәм Яхин иҗатына багышланган спектакль-концертка чакыра. Концертта театр артистлары катнаша. Махсус кунак Зөлфәт Фәхразиев, дирижер Данияр Соколов, режиссер Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Здравствуйте! В четверг в республике прогнозируются очередные изменения в погоде. Об этом чуть позже. Не откладывайте заказ вашего нового шкафа-купе. Закажите его в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца ноября. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект шкафа в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, пасмурный и снежный циклон на юго-востоке республики. Температура значительно повысится. Ночью и утром снегопады. Потеплеет и в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Атмосферное давление понизилось, влажность высокая, ветер по-прежнему порывистый. Ночью снег, а днем преимущественно без осадков. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше в ночные и утренние часы также синоптики обещают снег, местами метель. Если ночная температура минус 11, то днем потеплеет до минус 2. В Арске, в Кукмаре, Балтаси облачная погода, температура также повысится, не обойдется без снега. В Болгаре, Држаном, Буинске аналогичная картина. Снежно ночью, а днем синоптики обещают 0 градусов. Теплые воздушные массы поступают и в Альметьевск, Чистополь, Мамадыш. Ветер порывистый, температура повышается. Снега будет много, местами метель. В пятницу осадки прекратятся, температура существенно не изменится. Погодные процессы некомфортны для самочувствия, и скачки температуры могут стать причиной недомогания. Берегите свое здоровье.
Гиделикс, капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В Казани ожидается облачная погода, в ночные и утренние часы снег, местами сильный. Ночная температура -6, а днем около 0. Ветер западный, сильный, порывистый. Атмосферное давление 749 мм ртутного столба, влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.